Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовили для вас следующие 7 дней? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же вам по судьбе на будущей неделе, что приготовили для вас следующие 7 дней. Так, очень интересная неделя, очень динамичная, яркая, активно-социальная. Вот. Смотрите, как много здесь людей, и к вам идут, и вы идете. Однозначно дела, люди, коммуникация, событийность идет, такая прям насыщенность идет. Тут и дети, и взрослые, и пожилые, все вместе. Все как будто бы единый организм. Как будто бы такое впечатление, что это какой-то дедлайн, да, все нужно успеть, везде нужно сходить, подписать, заплатить, заказать, договориться, да. И мне очень нравится, что все как-то здесь это не клоака, а наоборот, все в каком-то более-менее порядке, в гармонии. Хочется назвать как пчелиный рой, да, как будто бы в улье. Все пчелки, да, их много. Кажется, что это хаос. На самом деле каждая занята своим делом, своей работой. Вот и вы на следующей неделе столкнетесь с тем, что будете чувствовать себя вот в таком дружном строю, да, когда люди действительно и доверяют, и опираются, и помогают друг другу. Все делают, скажем так, дела, вещи, решают вопросы сообща, да, в унисон все это происходит. Неделя очень трудоемкая, но в то же время, понимаете, здесь очень много положительных моментов. Положительные моменты все будут исходить от общения, коммуникации, общения. Любого рода коммуникации и общения будут позитивными, наполняющими и продвигающими. Куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занимались, с кем бы вы ни общались, все ваши диалоги, они именно в позитивном ключе. Смотрите, я вижу, что придется вам, скорее всего, в начале недели столкнуться просто-таки с какими-то обязательствами. Это могут быть всякие, скажем так, это может быть закрытие, открытие каких-то документов, оплаты, переплаты, получения, да, вот все, что связано с финансовыми учреждениями, с государственными учреждениями. Может быть, образованием, социальными какими-то делами. Но все, что вы получаете, документы, разрешения, квитанции, всякие бумажечки. Вот прямо перед фактом станет этот вопрос. Нужно прям первые 2 дня недели посвятить этому вопросу, либо этим делам. Не переживайте, не бойтесь. Конечно, начало недели будет так себе, на ваш взгляд, но я вас уверяю, наоборот, быстрее решите эти дела, быстрее поймете, что эта неделя очень к вам благосклонна. Здесь вы, знаете, не то чтобы переполненно идете, вы наоборот увидите, везде будут руки вот такие, знаете, руки торчать, видите, очень много рук. И все торчат к вам, чтобы вам помочь, да, с вами поздороваться, поприветствовать вас и вам помочь, подсказать для вас что-то сделать. Знаете, вот как на удивление, понедельник, а все люди добрые, и все вам улыбаются. Хорошее настроение вам будет обеспечено. Вот буквально, я не знаю, во сколько ваш день начинается, да, может быть, первый, второй, вернее, час, да, после начала вашего дня, да, рабочего дня.
Здесь, кто у меня не работает, вот тоже как-то столкнетесь с тем, что вот какие-то бумажечки, документики, может быть, вы удачно до этого момента откладывали, а теперь вот придется прям с самого начала недели этим заниматься. Не бойтесь, не переживайте, все сложится просто как вот, знаете, идеальненько, да, по маслу пойдет. Так, работа, рабочие вопросы. Кто смотрит отсыпку, знайте, что все спокойно, тихо, мир, любовь, никаких там сверхзадач, либо каких-то стрессов на работе у вас не будет. А вот у того, кто с вами вместе рядом находится, это может быть как любимый человек, муж, ребенок взрослый, да, кто работает, может быть мама, у кого кто, да, в семье вот человек получается, будет делиться очень нехорошими новостями, тревожными. Там либо вопрос будет касаться сокращения, увольнения, перевода, понижения, урезания, какие-то такие моменты. И вам и жаль будет, да помочь ничем не можете. Вот я так вам скажу, если вы будете сидеть там и горевать вдвоем, тосковать, ну ничего хорошего не будет. Вы свою позитивную энергию потратите, и человек, в принципе, как бы ничего, скажем так, путнего от вас не услышит, потому что, ну, чем вы ему поможете? Вы же не пойдете, не прикажете, да, чтобы человека там не увольняли, либо не притесняли, либо не урезали. А здесь очень важно искать перспективы и возможности. Вместо того, что говорить, ой, что же мы теперь, Ваня, будем делать, да, где деньги будем брать, как там кредит платить, либо еще что делать, вы должны, наоборот, воспользоваться этим моментом, сказать, что вот видишь как, да, работа так, в принципе, неплохая была, да, но тебе нужно расти, ты достоин, например, большего, высшего, лучшего. Давай-ка вместе, да, сообща начнем искать себе работу. Вдвоем мы больше сделаем обхват, да, ресурсов, можем больше информации найти, вместе подумать, поискать, где бы применить твои знания, способности. Понимаете, вот здесь фишка, как к этому подойти. И это будет зависеть от вас, потому что человек в унынии, вот ваш партнер, он будет в унынии. И если вы разделите это уныние, ну никто не выиграет. А если вы зарядите вашего партнера позитивом, ну, вы дадите, вдохнете, вернее, да, в него надежду на то, что все будет хорошо, что все будет замечательно. Так, мои дорогие, то же самое вот касается пожилых людей, да, вот, возможно, столкнетесь где-то вот серединка, конец недели с какими-то, ну, скажем так, эгоистично-истеричными ситуациями, связанные именно с пожилыми родственниками. Это могут быть как в прямом смысле там мамы, папы, так и, например, там бабушки, дедушки, может быть, даже пожилые соседи. Вот кто-то вам будет сетовать, жаловаться на какие-то обстоятельства тяжелые. В лучшем случае, в худшем случае вас, может быть, обвинят в каком-то эгоизме именно вас. А вы вот прям глазками такой, поп, как так? Я тут при чем? Милые, ну, у всех бывают такие времена, и вам будет сложно понять, да, что вот человек, ну, да, будет казаться, что, извините за слово, да, дурью мается. Но отнеситесь с снисхождением. Позвольте человеку поплакаться, поистерить, попричитать, выговорится человек, да, и успокоиться. Здесь очень важно пережить этот момент. Не надо никому ничего доказывать, потому что вы, во-первых, ничего не докажете. Во-вторых, то, что вы будете доказывать, это и есть уже истина, которая не требует доказательств. А в-третьих, вы можете действительно тоже расстроиться, да, распереживаться, еще, не дай бог, там лишнего чего-то сказать, наговорить, чего и не хотели, чего и не думали. Понимаете, уберегите себя от конфликтов с пожилыми людьми. Здесь именно всех я включаю, не только родственников, в принципе, пожилые люди. Считайте, что это капризные дети, да, капризные дети, которые, ну, нуждаются не в нравоучениях, либо в каком-то вот споре горячем, а именно в том, чтобы их пожалели, скажем так, да, выслушали, пожалели и успокоили. Ну, вот такой момент. Особенно присматривайте за пожилыми мужчинами, потому что у мужчин пожилого какой-то риск, знаете, как обидеться и куда-то уйти, и, не дай бог, ну, сбиться с пути, потеряться, да. Присматривайте, пожилые мужчины. Так, что касается совсем маленьких, там, детки, братья, сестры, внуки. Здесь, в принципе, детки у нас в порядке, ничего плохого не говорю. И по поводу хорошего. По поводу хорошего какая-то креативность, скорее всего, будет со стороны деток, какая-то изобретательность, причем очень изощренная изобретательность. Там тоже, знаете, как придется удивляться. Но
Тут хотя бы можно понять, да, ну, маленький ребенок, а вообще нужно будет похвалить. Похвалить, и если где-то что-то не так, все-таки, да, ребенок перегнул в чем-то палку, либо, ну, мало ли там, не знаю, там спички без разрешения взял, да, и прям дворец из них построил, то нужно как бы указать на то, что хорошо бы было спросить меня, потому что спички, например, это не предмет, да, для игр, либо для детского развлечения. Если бы ты меня там спросила, мы бы с тобой подобрали более подходящие материалы для твоего, например, творчества. Вот. Но ни в коем случае не ругайте, потому что можете отбить желание творить, а это очень страшно. Так, длинных дорог я у вас не вижу, вот прям, чтобы вы куда-то в длинное путешествие. Дороги все светлые, кроме вот одной, связанной с какой-то встречей. Встреча, знакомство, свидание, договоренность какая-то с человеком, скорее всего, либо любовная тематика, потому что у человека сердце идет, либо, может быть, визит, да, рандеву к доктору, там, может быть, там что-то связанное с лечением, да. Здесь могут быть какие-то проволочки, могут меняться даты, может меняться время, но это не критично, не смертельно. Единственное, что, как говорится, осадочек может остаться. И попереживаете, да, успею, не успею, куда там перенести, куда там эту дату мне положить. У вас... Вот, в принципе, да, у вас на неделю вот такой выходит дракон, который вот стоит в позе звезды, потому что, ну, вот она звезда, да, а вот она голова дракона. Хорошая, продуктивная неделя, когда энергии много, у вас все получается, вы чувствуете себя окрыленным человеком, да, то есть как бы очень-очень даже и неплохо. Единственное, что... Здесь такой восклицательный знак у вас, вот он здесь вышел, да. Восклицательный знак говорит о том, что вы можете потерять в какие-то моменты внимание, внимательность, рассеянным немножечко быть, да, либо человек там, ну, обычно так, либо люди там под стрессом идут, ничего не видят, либо человек наоборот окрыленный, вот летит и не замечает там, например, столбов, да, либо фонарей, которые висят. Будьте повнимательнее, особенно что касается действительно, либо на машине будете ехать, да, вот смотрите по сторонам, либо пешком будете идти, тоже смотрите, либо по ноги, по сторонам. Вот этот важный момент. Что касается людей, ну вот мудростью будете свою показывать, потому что здесь у нас прям такой цветочек петунии идет, это и мудрость, и красота, и очарование, то есть будете очаровывать людей, будете очень блистать, да, показывать свой интеллект и все свои грани, как и внутренние, так и внешние. То есть, в принципе, очень неплохо. Кто у меня хотел на этой неделе делать какие-то серьезные, не знаю, манипуляции, операции, что-то вот делать с собой, со своим здоровьем, я бы не советовала. Я бы советовала воздержаться. Почему? Ну, потому что энергии много у вас. Да, у вас энергии много, вот главное добавить у вас. А вот у людей из вашего окружения, особенно вот, неправильно, не из вашего окружения, а у людей, к которым вы будете ходить обращаться, ее как-то не очень. Вот. И чтобы, ну, во-первых, никто не повампирил, потому что когда человек находится под каким-то лечением, под какими-то манипуляциями, он очень беззащитный становится, очень беззащитный, чтобы никто вот с вас ничего не скачал. И плюс еще такое время, знаете, мутное идет. Мутное лучше не стоит. Опять же таки, момент растущей Луны, он неблагоприятный для всякого рода манипуляций. То есть раны заживать не будут, не дай бог там операции заживать не будут, даже какие-то мелкие там уколы, порезы тоже могут достаточно сложно заживать. Лучше либо дождитесь момента полнолуния и схода Луны, да, то есть это убывающей Луны, либо вот прям отнеситесь бережно, да, аккуратно к себе, к своему здоровью. Кстати, по здоровью хочу важный момент отметить. У вас жар будет на этой неделе, да, и жар этот будет от вашей энергии, от переизбытка энергии. Не попутайте этот внутренний жар с температурными колебаниями, потому что кажется, что температура наоборот будет ухудшаться вокруг вас, а вы, горя изнутри, будете либо легко одеваться, либо как-то вот халатно относиться к этому моменту. Берегите себя, берегите свое здоровье. И помните, что всегда можно лишнюю там поддетую вещичку снять, да, либо расстегнуться,
себя проветрить. Это лучше, чем замерзнуть, либо чтобы переохлаждение какое-то, не дай бог, пошло. Об этом помните. И, кстати, да, тут еще важный момент касается, скорее всего, домашних животных. Почему-то вот животное как-то вот может пострадать из-за, ну, я не хочу это говорить, но скажу, да, из-за какого-то вашего легкомыслия. Вот, может быть, не рассчитаете выбранный маршрут, по которым вы пойдете там гулять со своим животным, либо вы, наоборот, как-то вот подморозите свое животное, либо перегреете. То есть какой-то такой момент. И это именно что-то маленькое, понимаете? Но это не ребеночек, это именно какое-то животное маленькое. Будьте аккуратны, будьте внимательны и, ну, действительно правильно оценивайте ситуацию. Так, неделя неплохая, неделя хорошая, неделя яркая, динамичная, но не перегибайте палку. Знайте всему миру, а особенно миру в еде и в выпивке. Это очень важно. Вот всякого рода горячности, споры, какие-то вот прям активные такие азартные вещи вам под запретом, потому что вы рискуете, ну, действительно, либо проспориться, либо потратиться, а потом уже, знаете как, придется сожалеть. Так, гости, встречи. Я тут особых гостей не вижу. Если встречи будут, то они будут в каком-то узком кругу с близкими людьми. Прям так, что прям какие-то отмечалочки нет, такого нет. Ну и в принципе, вот ко всем говорю, мальчикам и девочкам, здесь по деньгам тоже вот какая-то опасность, да, вот дерзнуть, либо вот, ну что ж, я экономлю, да, возьму-ка я себе позволю. Вы можете очень, скажем так, огорчиться, да, от того, что вы потратитесь на какую-то ненужную вещь, она кажется и ненужной, там, и невкусной, и некрасивой, но вот это чувство, да, а почему я на себе экономлю, либо почему я себе не позволяю. Здесь нужно все-таки рационально подумать, и вот это первое впечатление, да, хочу, немножечко подавить себе, подумать, действительно ли я этого хочу, действительно ли это мне нужно будет и полезно. Смотрите, вот эта яркая энергия, она как и плюс, так и может сыграть с вами злую шутку. Контролируйте себя, контролируйте и, конечно же, думайте наперед, думайте на будущее. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.